Что такое счастье, обсуждали мы буквально пару секунд назад, и думаем, что нашли небольшой ответ. Счастье в том, чтобы просыпаться с утра с улыбкой на лице, потому что именно это залог того, что день пройдет отлично. И провели мы небольшие научные, мы, конечно, шутим, но тем не менее исследования, что те, кто начинают день вместе с «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24», у тех день обязательно проходит хорошо. Мы желаем всем прекрасного утреннего настроения. Также мы желаем хорошего, продуктивного рабочего дня. Ну и, конечно, пускай вот какой-то маленький момент счастья произойдет в этом дне у каждого из наших телезрителей, потому что действительно начинать утро с нами — это не только интересно, это полезно, но еще это и, наверное, очень позитивно и здорово. Поэтому мы желаем всем отличного вторника. Да, а местами и для здоровья полезно. Но, тем не менее, не будем затягивать. Самый главный вопрос каждое утро задаем мы и себе, вам, вы нам. И вот так все по кругу. Конечно же, что происходит за окном, давайте узнаем. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 34 градуса. В Заречной группе 33-41. В южных 29-30 градусов мороза, в Вилюйской группе до минус 37. В Нижнеленских 33-36 ниже 0, в западных 33-35. В Колымендигирской группе улусов до минус 43. В Янских 28-41, на северо-западе до 28 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 31 градус. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем слабый снег. Ветер юго-западный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 28. А мы вот вчера начинали эфир с этой темы, и сегодня немножко, так сказать, продолжаем. О чем говорим? Это, конечно же, зимние забавы, потому что зима идет, и можно позабавиться. А порой эти забавы не так очевидны, как, например, летние, да, когда вроде бы все понятно, что можно поделать летом. Тем не менее, зимой эти забавы тоже не менее разнообразны. В последние годы наша республика стала настоящим магнитом для иностранных туристов. И каждый из них остается в полном восторге и в то же время в полном шоке от наших морозов. На днях один популярный блогер с аудиторией почти около 400 тысяч подписчиков выложил видео, где он ест лапшу быстрого приготовления на 42-градусном морозе. Да, в подписи отметил, что видел на термометре даже отметку минус 51 градус. Ну а в комментариях иностранцы не скрывают своего удивления и восхищаются стойкостью автора. Ну, тут, да, можно сказать, что вот иностранцы удивляют стойкости автора, а для нас ничего удивительного, в принципе, нет. Ну, вышел он с лапшой. У нас и штаны так замораживаться могут. Есть же такой тренд тоже, да? Да. Одежду. Штаны повесил, да, и стоит. Мокрые. Да, мокрая одежда, Мокрая. Пожалуйста. Мы как будто бы в этом и выросли. Ну, как будто бы это обычный порядок вещей. Тем не менее, еще одна забава, да, открылась нам она в соцсетях в этом месяце. Сейчас россияне фанатеют от нового тренда «мороженое на снегу». Смешивают на морозе в кастрюле, да, или в какой-то металлической посуде сливки со сгущенкой и уверяют, что оно вкуснее, чем из магазина. Социальные сети заполнили видео, как взрослые, подростки и дети готовят мороженое в сугробах прямо возле дома в разных городах России. Рецепт, классический, достаточно простой. Это очень густые, хорошие сливки с ванильным сахаром перемешиваем, добавляем сахарную пудру или сгущенку. Все это быстренько смешиваем в кастрюльке. Для посуды делают небольшую ямку в сугробе, которую присыпают солью, чтобы было похолоднее. 10-15 минут необходимо будет помешать все дело венчиком, и лакомство готово. Вот меня больше всего интересует, когда я это читал, соль. Потому что мне всегда казалось, что соль, она наоборот растапливает снег, соответственно, выделяется тепло. А оказывается, наоборот, и ямку солью посыпают, и становится холоднее. Ну смотри, а у меня поражали другие рецепты. Если здесь со сливками все понятно, они загустеют, да, то на днях я посмотрела, что туда добавляют еще и соки различные. То есть газированную воду можно добавить. И вот здесь вопрос, наверное, подольше придется ждать, либо наоборот поменьше. Там, мне кажется, от пропорций зависит, потому что если сливок в пропорциональном соотношении будет больше, мне кажется, загустение, оно будет происходить быстрее. Ну, вот видишь, не попробуешь, не узнаешь, поэтому
пока еще стоят у нас. Поэтому пойдите, попробуйте, Да, потом 30 градусов напишите мороза. в нашем телеграм-канале где-нибудь в комментариях. Успевайте, да, отправьте видео, что у вас получится. Почему бы нет, поделитесь своими эмоциями. Ничего сложного, 5 минут свободного времени, и лакомство будет готово. Мы надеемся, что будет готово. Да. Вот, ну а зимние забавы, они, конечно, удивляют своим разнообразием. От экспериментального вот мороженого в сугробах до простых, знакомых каждому с детства радости. Например, вот этих свисающих ледяных полосок под крышами, которые в детстве наверняка пробовал на вкус каждый, я думаю. От любопытства, шалости или веры в то, что это зимняя конфетка, неважно, но я думаю, что каждый так или иначе сосульку на вкус пытался попробовать. Именно им сегодня посвящен неофициальный, но очень душевный праздник – День сосулек. Он напоминает о беззаботном времени, когда сосулька оказалась волшебным угощением, а не источником родительских предостережений. Сегодня мы, конечно же, знаем, что безопаснее любоваться их красотой издалека, но сама эта детская привычка – часть нашего общего зимнего воспоминания. Ну а о других событиях и праздниках сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 20 января. Сегодня отмечают День Республики Крым. По народному календарю Иван Бражник. В течение мясоеда периода между Рождеством и Масленицей массово праздновали свадьбы. Считалось, что если в этот день обмыть горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше слез. Этот день в истории. 1831 год. Провозглашение вечного нейтралитета Бельгии. 1921. Образована Республика Дагестан. 1925. СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор. 1946. Шарль де Голль ушел в отставку с поста главы правительства Франции. 1958. Первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне. В этот день родились Андре Ампер, французский физик, математик и химик; Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, обладатель 5 премий «Оскар». Минтимер Шаймиев, советский и российский политик, первый президент Татарстана. Ирина Аллегрова, советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка России. Анастасия Волочкова, российская балерина, танцовщица, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Афанасий, Василий, Иван. Ну а сейчас мы вновь вернемся к теме забав. Некоторые из них рождаются из необходимости. Так, например, жители Петропавловска-Камчатского после сильнейшего за 30 лет снегопада передвигаются по городу на собачьих упряжках. На кадрах, снятых в минувшую пятницу, четвероногие мчатся по проезжей части. Также на видео питомцы роют тоннели в огромных сугробах. Ну и с одной стороны, это, конечно, забава, но все-таки нужно понимать, что такое испытание свалилось все-таки на плечи жителей города. Между тем, в пятницу губернатор региона Владимир Солодов в телеграм-канале сообщил, что в краевой столице введен режим ЧС, который позволит более оперативно реализовать необходимые решения. Приоритет — соединения с Ленинским районом, расчистка подъездов к социально значимым объектам и обеспечение доступа к котельным для бесперебойного подвоза топлива. Пресс-службы МЧС России тем временем отметили, что спасатели продолжают оказывать помощь жителям, в том числе сопровождают пациентов в медицинские учреждения. Ликвидация последствий циклона на полуострове продолжается. Но вот видишь, иногда все-таки снега бывает много. Снега бывает много, и погода непредсказуема в принципе, потому что, насколько я сейчас понимаю, сейчас по большей части в России везде очень похолодания сильно идут. При этом у нас, во всяком случае, опять же, если взять Якутск, достаточно теплая погода для января. Да, вот мы-то радуемся, а вот, например, другие регионы, нет, так же, как и центральные районы, которые вот недавно захватил, я бы сказала, циклон, и я побывала в этот момент там, не самые приятные ощущения, эмоции. И, кстати говоря, этого циклона тоже подобного не было порядка 50 лет, да. И вот здесь, конечно, многие были в шоке. Но зато будет о чем вспомнить, как встречали новый 2026 год. Да. Вообще климат вот так он кругами ходит исторически, да, то есть все сейчас начинает возвращаться. Но тем не менее, вот они, да, две стороны зимы. Это веселые забавы, вроде мороженого, которое мы в снегу, да, вот только что делали, видели, делается. Ну и серьезные испытания вроде сильных осадков. Зима, она непредсказуемая, и чтобы в это время быть во всеоружии, важно начинать день
с внутренней бодрости. А получить ее можно при помощи утренней зарядки. Это не просто разминка, а заряд энергии и радостных моментов. И для силы духа в непредвиденных ситуациях просто необходимая вещь. Всего несколько минут, и вы почувствуете, как ваше тело наполнится тонусом, а настроение станет устойчивым к любым сюрпризам погоды. Всем доброе утро! У нас сейчас будет с вами зарядка на все тело. Начнем с разминки. Сделали глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох внизу, наверху выдох. И последний раз глубокий вдох с приседом и наверху выдох. Повороты головы в правую сторону. Раз, два, три, четыре. Вниз, вверх. Раз, два, три, 4. Наклон, круговые движения головой в правую сторону. Раз, два, три, 4. И влево. Раз, два, три, 4. Руки перед собой, кисти рук влево-вправо, влево-вправо. Локтевой сустав вовнутрь. Раз, два, три, 4. И внаружи. Раз, два, три, 4. Руки на плечи, круговые движения вперед. Раз, два, три, 4. И назад. Раз, два, три, 4. Рывки руками. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Руки на пояс. Тазобедренным суставом в правую сторону. Раз, два, три, 4. И влево. Раз, два, три, 4. Руки на пояс. Правую ножку. Круговые движения вращаем в правую сторону. Раз, два, три, 4. И вовнутрь. Раз, два, три, 4. Теперь другая нога левая. Раз, два, три, 4. И вовнутрь. Раз, два, три, 4. Руки на коленки. Коленки чуть согнули. И работаем во внутреннюю сторону. Круговые движения. Раз, два, три, 4. И внаружи. Раз, два, три, 4. Встряхнули ноги и ручки. Сделали вдох. Выдох. И наше с вами первое упражнение – это касание ладонь коленом. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее упражнение – джампинг на шагах. Шаг в сторону. Выдох. Выдох. Ручки наверх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз. Раз, два. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. И сразу следующее упражнение. Локоть, колено. Ручки за голову. Выдох. Выдох. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. Следующее упражнение. Также ручки за голову, колено, локоть только в стороны. Убираем наши бока. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз. Два. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. И с вами последнее упражнение – это присед колено. Присед колено. Поехали. Вдох, выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выдох. 8, 9 и 10. Потянули правую ручку за локоть. Чувствуем легкое натяжение. Раз, два, три, 4. Левая. Раз, два, три, 4. Теперь потянем наши ножки. За носок потянули. И чувствуем легкое натяжение сзади. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли ножку за левый носок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Сделали глубокий вдох. Выдох. Встряхнули ноги. С вами была Ксения Габышева. Удачного дня!
Но ежедневная утренняя зарядка, она поможет стать выносливее и активнее в физическом плане, и вот, допустим, реализовывать себя в какой-то другой физической активности. Например, пешие походы, они даже в зимнее время будут не проблемой, а полезным и увлекательным занятием. О том, как одеться и о других тонкостях прогулки на природе, узнаем далее. Доброе утро, друзья! Мы находимся на одной из самых высоких точек нашей долины. Сзади, как вы видите, прекрасный фон, город утопает в тумане, а здесь солнечно, здесь голубое небо, чистый воздух и прекрасный заснеженный лес. Сегодня мы пройдем по прекрасному маршруту, поделимся походными хитростями, расскажем о зимних лайфхаках, которые позволят вам гулять более комфортно, одеваться правильно, питаться правильно и использовать свой выходной по максимуму. Пока мы двигаемся по легкой утоптанной тропинке, я расскажу немножечко о том, как лучше всего одеться в зимний поход. Дело в том, что длительное пребывание на свежем воздухе зимой, конечно же, да, может привести к неприятным ощущениям, к замерзанию. Что рекомендуют опытные путешественники, туристы, ну да и просто экстремальщики, любители активного отдыха, для того, чтобы не замерзнуть зимой в лесу. Во-первых, в одежде важна многослойность. Мы надеваем сперва нательное термобелье. Причем момент такой, что термобелье тоже бывает разное по назначению. Есть термобелье для таких неспешных прогулок, либо для статичного отдыха, то есть это зимняя рыбалка, может быть, подледная, где немного движения. Есть такой класс термобелья. Есть белье для активного движения. То есть, если вы занимаетесь бегом, велоспортом, вот таким трекингом, то, естественно, вам нужно брать и использовать термобелье, которое рассчитано на нагрузку. Вторым слоем обычно идет что-то флисовое, флисовый костюм, флисовая куртка, может быть, для того, чтобы удерживать тепло. И третий слой, как правило, это уже внешка, это ветрозащищенная куртка, какой-то пуховик. Между ними, в зависимости от температуры, можно еще добавить меховой вязаный жилет или что-то такое, если совсем температуры низкие. Когда хочется пить, мучает жажда, и если у вас нет с собой воды в зимнем походе, то, конечно же, казалось бы, вокруг множество снега. Но не все так просто. Снег в чистом виде кушать, пить крайне затруднительно и вообще опасно. Есть небольшой лайфхак, которым, конечно, желательно пользоваться только в самых, что ни на есть, экстремальных условиях. И связан он именно с утолением жажды с помощью снега. Берем немножечко снега, ну, в лесу он, безусловно, чище, чем в городе. И когда вас мучает жажда, так и хочется его просто начать жадно глотать. Но этого делать ни в коем случае, друзья, не стоит. Мы просто набираем немножко снега в рот. И нужно обязательно дождаться, пока он растает во рту. То есть во рту он должен превратиться в жидкость, в воду. И только тогда мы его с вами можем глотать. Перед тем, как заливать в термос горячую жидкость дома, перед тем, как наполнять его чаем, кофейком, сперва просто залейте немного кипятка и оставьте на пару минут. То есть буквально несколько бульков кипятка и оставьте закрытый термос. Это даст возможность колбе нагреться. И налитый после этого напиток, он уже не будет отдавать тепло холодным стенкам и будет держаться дольше. Если у вас замерзают пальцы, просто нужно достаточно резко и быстро вот так вот встряхнуть кисть. То есть как мы сбрасываем градусник, встряхиваем градусник, очень резко, чтобы кровь прямо прилила к конечностям. Вот так вот. Таким образом мы пригоняем кровь к конечностям. То же самое можно сделать с ногами. То есть делаем такие пинательные движения, встряхивательные. И буквально через несколько минут почувствуете тепло, кровь начнет приливать к пальцам, которые чаще всего замерзают. Вот таким образом можно немножечко разогреться. Все мы берем с собой гаджеты, берем с собой какие-то смартфоны, планшеты, чтобы поснимать, быть всегда на связи. И в зимнее время они бывает, что часто замерзают. И таким образом выходят из строя, отключаются. Мы используем вот такие вот прекрасные меховые ручной работы чехольчики. Каждый самостоятельно дома может сшить его под размер телефона.
Это вот такой чехол из шерсти, горного, не побоюсь этого слова, барана. Подшивается под размер телефона, предохраняет от замерзания, от переохлаждения. И кроме того, он избавляет от конденсата. Телефон, когда лежит в грудном кармане, бывает, что намокает. И, конечно же, тоже это неприятный момент. Вот такая незатейливая вещь. Наверняка они продаются, но если вы сошьете с любовью самостоятельно такой чехол, он вас избавит от многих проблем с гаджетами. Пользуйтесь! Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В 2025 году Якутия сделала решительный шаг в будущее, определив креативную экономику как основу своего долгосрочного процветания. Главное достижение года – запуск проекта «Синергия Арктики» стоимостью 5,5 миллиардов рублей. Это 7 тысяч километров оптоволокна, которые соединят 61 арктический населенный пункт с высокоскоростным интернетом. Также республика признана лидером в разработке ИИ-сервисов. На национальной премии «Лидеры ИИ» создан Совет по искусственному интеллекту при главе республики, открыт научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Полярный». Одно из, наверное, таких приоритетных направлений – это у нас кино. Все-таки у нас все зрители любят его, ходят, смотрят. И это даже подтвердилось тем, что в 2025 году у нас были рекордные сборы в кино. Это 275 миллионов рублей. Это гораздо больше, чем 223 и 2024 года вместе взятые. У нас, как видно, очень любят кино, ходят в него, и в том числе это сказывается также, что есть у нас проект «Экстра Синема», и в районах люди тоже очень активно посещают у нас кинотеатры. Проверка на прочность во всех смыслах этого слова. На полигоне Торг-Ангаласа прошли испытания новых автомобилей китайского концерта. 2 минивэна и пикап в исполнении Поднебесной. Ночь простояли на улице в минус 40, чтобы ранним утром доказать последнему слову техники: холодный запуск в условиях якутских морозов не помеха. Сразу после старта накат по снегу и льду. И это испытания машины прошли с китайской стойкостью, доказав, что приставка «Made in China» уже давно не крамольное словосочетание, а знак качества. Мы сейчас продвигаем бренд испытанного в Якутии, да, и для техники это испытание вот в холодах, если техника работает, это очень важно не только для университета, это важно для республики, для страны. Все-таки сейчас очень много компаний уже начинают входить и в российский рынок, да, и то, что именно если такие холода техника выдерживает, то она может работать в любом регионе России. В Верхневилюйске провели открытый турнир памяти Николая Павловича Корякина, первого мастера спорта СССР по вольной борьбе в Верхневилюйском улусе. Участие приняли 134 спортсмена из 4 улусов города Якутска. Дети 2013-2014 года рождения на 10 весовых категориях, дети 15-16 года рождения на 9 весовых категориях. В течение всего дня на 2 коврах борцы показали захватывающие схватки, множество красивых приемов. Родители и тренеры поддерживали моменты поражений, разделяли радости побед. У многих это были первые соревнования. Я родом из Нижнеколымского улуса, поселка Андрышкино. И сейчас я расскажу про этот бой. Этот поединок был очень сложный. Выиграл 16-10. Он очень высокий был. Я просто защищался половину. А так делал контратаки, защищался от приемов и боялся, когда он меня поднимал. Моего тренера зовут Айсен Александрович. И еще есть тренер из поселка. Его зовут Василий Алексеевич. Готовился к этим соревнованиям. Долго ходил на 2 тренировки. Еще я занимаюсь борьбой 2 года. В минувшие выходные в Якутии с успехом прошел экстремальный марафон «Полюс холода Аймикон». В этом году на марафон было зарегистрировано 100 атлетов. Это самое большое число участников за все время проведения забегов. 100 отважных спортсменов вышли на старт, чтобы преодолеть дистанцию до 50 километров в условиях
40-градусного мороза. И сегодня в нашей студии участники этого непростого испытания, которые специально прибыли для участия в марафоне из разных уголков нашей страны. Это Сергей Лыжин и Наталья Бугаева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и сразу же вам обоим вопрос. Делитесь своими впечатлениями, потому что, в принципе, слышать даже 40-градусный мороз, бежать 50 километров, там вот как каждое слово навеивает на обычного человека, наверное, страх. Наталья? Да, необычное впечатление, просто потрясающее. Само место очень необычное, люди, которые приехали, необычные. Все было очень здорово, интересно ощутить это на себе. Вот, в такой минус, никогда не бегала, это было здорово. Да, вообще, как пришла идея? Вот сидела, значит, да, у нас Наталья. Кстати, откуда вы? Я из Пскова. В Пскове сидела Наталья, значит, да, и такая думает, а дай-ка я побегу, да еще и в Аймыконе, да? А мне прислала ссылку подружка, что вот прошли только что вот соревнования самые холодные в мире, и у меня сразу загорелось, что я должна там быть, потому что я люблю холод, мне это интересно, вот, и все. И ждала, когда начнется регистрация. Угу. Ну, а Сергей Алексеевич, в этот момент вы являетесь самым возрастным участником марафона, ну, почти, да? Да, и это ваш, если мы не ошибаемся, 232-й забег. Да. Вот что вдруг вас вдохновило на это интересное приключение, да, и как вы оказались у нас в Аймыконе? Ну вот, во-первых, пополнить свою коллекцию, это так, 32-й был. А сейчас уже на 25-й «Дорога жизни», это ждет 233. Но увидел я в телевидении в прошлом году, смотрю, ой, Аймыкон, все. А понимаете, вот эти места, я уже 5-й раз здесь, два кругосветных путешествия, обязательно через эти, там Тор проходить на большей дороге нет. Также, когда на пенсию ушел, Магадан, Таллин, тоже проехал. Ну и решил, что надо. И потом друзей много. И в Чорапче, и Текель, и Усть-Татта, и вот там Тор. Вот. Понимаете, Койдусун тот же, скоро Нахсала. Надо повидать и друзей, и все. К сожалению, некоторых и нет, а другие где-то переехали. И вот я думал, надо воспользоваться. Триумфальное возвращение, так да, сказать. Да, я хочу сказать, очень доволен, действительно экстремально, вот это холод, все. Но тот, он и, так сказать, и ценен, что на Земле больше нет такой точки, где вы это можете осуществить. Угу. Ну вот давайте вернемся все-таки непосредственно к самому забегу, да? Как готовились, да? Необходима ли специальная подготовка, потому что даже... Не просто, да, выйти на улицу. Мы, жители Якутии, не можем представить себе такого. Вот поехали-ка в Аймыкон побегаем. Нет, конечно. Мы не всегда просто к зиме можем подготовиться. Да, а вот у вас, как у профессиональных спортсменов, какая подготовка была? Ну, нам тоже сложно было подготовиться, потому что мы никогда не были в таком минусе и не бегали в таком минусе. Как бы ты ни старался, я много закаляюсь, я бегала дома там, в шортах, майке, там, в любую погоду, чтобы хотя бы не бояться холода, потому что ты не знаешь, как отреагируешь, когда будешь здесь и какой здесь будет минус. Вот, и много тренировок, бега просто. А Сергей Алексеевич? Ну, что хочу сказать. Я сам-то человек тоже, родился я у Белого моря, Помор, так сказать, можно сказать, Северодвинск это город. В Магадане служил 5,5 лет, тоже привык, там тоже дорога жизни, когда проводится в Ленинграде. Одновременно с Магадана, в Магадан мы с Сокола, с аэропорта, у вас тоже аэропорт, а там тоже почти что 50 километров, 56. Вот мы это и готовились, и бегали, все. И, так сказать, меня вот так вот, если Харчана поцеловала, так говорю, так-то отморозился, но не без этого. Ну, вот, говорю, девушка-то. Ага. Ну, а в целом, вот, допустим, по снаряжению, да, потому что мы понимаем, что бег — это исключительно свои силы, и лишний даже 100 грамм в амуниции влияет. Как вот сегодня, насколько легко подобрать снаряжение для вот такого забега экстремального? Как облегчить себя и утеплить одновременно? У нас перед этим стартом как раз теплое обмундирование как раз на марафон, и перчатки, и балаклавы, и все такое. Говорили об этом. Даже обувь теперь, все это готовится, даже на промышленном уровне. То есть это уже будет чисто профессионально. Если раньше кто-то шерстянку надел, и правильно вы сказали, что поклажа каждый грамм дороже, дистанция большая. Поэтому все это ужимается, все такое по-научному, все к этому делу подходит. То есть это не шуточки? Нет, это не шуточки, да. А у меня, я говорю, балаклава была, все. Действительно, с самого начала 42 градуса было, вот так, температура. Она упустилась и слиплась. Конденсат слепил. Если что-то мне балаклаву поднимать, я поднимал ее.
И вместе с воротником все остальное. Поэтому стало и немножко зацепило, конечно, вот, Немножко вот у меня, да. Да. Ну, вот мы сейчас видели ваши кадры, да, извините, пожалуйста, вот как раз и Сергей и Наталья, у Натальи лицо было все вот в инии, да. Вот с какими трудностями столкнулись вы, да, вот что останется ярким впечатлением? С трудностями, наверное, ноги забились очень сильно, потому что кроссовки, они становятся такими деревянными. И немножко непонятно было, как дышать, потому что говорили, ну, что нужно, чтобы было вот расстояние, да, дышать. То тяжело было, что слишком все зажималось, то, наоборот, слишком открывалось, непонятно, и сразу все леденело. Вот, поэтому непонятно в процессе ты как бы это все меняешь, что-то делаешь. Вот, но да, и на глазах все глаза покрывались таким льдом, было сложно даже его убрать. Иногда так прям не видно было дорогу даже, потому что все глаза были как... Бежали на ощупь. Да. Ну а был ли такой момент, что хотели сойти с дистанции? Или, в принципе, дистанция далась достаточно, ну, просто, я бы сказала, да? Я не знаю, как Сергей, мне хотелось. Да, было такое? Ну да, но мне было сложновато, потому что я не бегаю часто марафоны. Вот, мне больше был интересен опыт как именно холода, как выносливость холода. Вот, было тяжело в какие-то моменты, да, но я понимала, что за меня весь Псков болеет. Я не могу сойти с дистанции, потому что за меня весь город просто думает обо мне, посылает мне лучи. Чувствовалась эта поддержка? Да, очень чувствовалась. Сильно. И поддержка людей, которые были на дорогах, иногда стояли, да, кто те же другие спортсмены, они тоже поддерживали очень сильно, это помогало. Сергей Алексеевич, а у вас был такой момент, когда вот все думаете, зачем мне это? Ну, пришел, и хватит, достаточно. Ну, знаете, я вам сказал, что это был 232-й марафон. Такого у меня сейчас нет. То есть добежать, лимит времени позволял 6 часов 30 минут. Это комфортно, все можно. Просто ты действительно, вот я не соперник, ничего, там с холодом, я с собой боролся, то есть я себе вызов сделал. А вот ты себя предашь или не предашь, вот типа такого. А по дороге, действительно, она такая утрамбованная, все такое было, там надо осторожно было в этом желобе бежать. Желоб был, и там немножко камушки, это цеплялся. Если ты где-то чуть-чуть налить, и я один раз чуть не упал. Некоторые падали, конечно. Вот это было опасно. Да, опасно, я подскользнулся, и твоя реакция была, ты как акробат сделал, и вот тут потянул мышцу. Потом я раз, ой, больно же, больно, очень, потому что, ну, знаете, когда спрыгиваешь там, с крыши, вот это было, вот это побороть иногда. А так, это борьба с собой. Ну и финальный вопрос. Вернетесь ли вы к нам на следующий забег, если такой вдруг вновь произойдет? Хороший вопрос. Сначала, когда добегаешь в эмоциях, думаешь, слава богу, что добежал. Хватит. Вот. Ну и вообще, это же целое такое приключение, это надо целую неделю, ты вот пока доедешь, пока вот это все. Ну а вот когда обсуждали, что, возможно, будут большие дистанции, интересно, наверное, опять же испытать, как это будет, вернемся, нет, посмотрим. Ну то есть, условно, не 50, а уже на 100 километров, да? Все возможно. Ну, если меня касается, то марафон опять, это потому что классик, потому что если 100, ты будешь записывать на 100 уже, 50 это 50, 50 у меня там тоже хватает там с десяток, и суточные, и все. Но загадывать не буду, потому что насыщен буквально сейчас дорога жизни. С 4 по 16 февраля Абу-Даби в Эмираты. Я ходок, спортивная ходьба. А это марафонские дистанции. У нас дистанции почти что одинаковые, надо очень много тренироваться, бег, да? Вот. Поэтому загадывать не буду, но желание такое есть. Тем более он, как я породнился с этим Микони. Но на самом деле хочется вернуться ради людей, которых ты встречаешь. Потому что все спортсмены, которые были, вот просто невероятные люди. И это было прям как реально целое приключение такого спортивного лагеря и таких невероятных людей. Я хочу поправить, уникальные были. Да. Белорус был, я как считаю, можно сказать, с Эстонии, ну, российский граждан. И был с Японией. Я ему прямо говорю, что, слушай, Касай, там будет у вас соревнование. Да, откуда ты знаешь? Я говорю, ну, всемирные игры Касай принимает, потому что был ковид, его не приняли. Ты все знаешь. Приезжай. То есть вот у вас такие... Спорт объединяет, самое главное. Но мы желаем вам успехов дальнейших, еще больше вызовов перед самими собой, которые будут достигаться и преодолеваться, ну и просто хорошее настроение. Да, ну а Якутия, конечно же, всегда будет рада встретить вас вновь. Ну а мы, в свою очередь, в этой студии обсудили бы ваш забег условно на 100 километров. Спасибо. Поэтому желаем вам всего самого наилучшего. Возвращайтесь. Спасибо. И я вот хотел сказать, что поблагодарить организаторов все. Все старались нам помочь. Да.
Большая кухня, благодарность. эти мамонты, все, музей, все это мы. В Индиирке искупаться, все это было сделано. Только вот приложение, да. Все было здорово, Да. спасибо большое. Ну, а мы продолжаем. Экстремальные забеги — это испытания на выносливость, где важны ритм, дыхание, концентрация. Но есть и другая тихая форма выносливости. Та, что проверяется не на трассах, а в ежедневной жизни. Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы поговорим о практике, которая может изменить атмосферу в вашем доме. Это так называемые 15 минут тишины. Время, когда вся семья по договоренности откладывает, например, гаджеты, выключает телевизор и погружается в спокойные занятия. Кто читает, кто рисует, кто пьет чай, просто без слов, в тишине. Да, как внедрить, да? Все без сопротивления родных, что дает вообще эта практика детям и взрослым, и почему иногда тишина может быть громче любых слов. Давайте узнаем. Доброе утро! В рубрике «Дела семейные» сегодня хочу поговорить с вами о 15 минут тишины. Не каждый может понимать понятие выгорания, эмоциональное выгорание. И как же с этим все-таки справиться, как отследить, что оно с вами происходит? Допустим, если вы мамочка, и вам сложно делать бытовые какие-то свои задачи, например, мыть посуду, убираться дома, готовить вкусную еду, вы от всего устали и ничего делать не хочется, у вас опускаются руки. Что же делают эти 15 минут? Как же они нам помогут? 15 минут с супругом планирование вашей стратегии жизни помогут вам выбрать вектор вашего будущего. Но можно также использовать эти 15 минут для того, чтобы побыть наедине друг от друга, заниматься делами, которые интересны только вам или вашему супругу. Как же на детях этот метод работает? 15 минут тишины. Что они делают? Что детки маленькие могут делать? Детей можно усадить за рисование, дать им возможность просто погрузиться в этот свой творческий процесс, а потом спросить его, что он нарисовал, о чем он думал, что он чувствовал и хотел ли он, чтобы с ним рисовали родители. Так вы будете сохранять вот это пространство, которое будет являться индивидуальным для каждого, но и даст возможность рассказать о своих чувствах, когда они находились наедине с собой. И это поможет не чувствовать это одиночество. Казалось бы, всего 15 минут. А как интересно можно его провести? Можно быть наедине с собой, с чашкой чая, с размышлениями о своем каком-то будущем, настоящем, или же планированием со своей семьей. Может быть, заниматься творчеством или все-таки уйти в какие-то спортивные свои увлечения. Но эти 15 минут действительно помогут вам перезагрузиться и восстановить вашу энергию для того, чтобы ваша обстановка дома была благоприятной и очень уютной. Ну, это все, опять же, про спокойствие какое-то. А вообще, если говорить глобально, какой период в году выдается наиболее спокойным, как думаешь? Так, не знаю даже. Мне кажется, это все так индивидуально. Ну, в принципе, тоже. А вот жительница Алдана Галина Красноусова убеждена, что такого времени в принципе не существует. Галина Ивановна работает администратором в районном доме культуры, также является председателем Совета ветеранов, активисткой женского движения и депутатом Горсовета. Одно из центральных направлений деятельности занимает общественная работа. Таким образом, свободных от забот дней у нашей героини просто не бывает. И наступивший 2026 исключением не стал. Планами и задумками Галина Ивановна поделилась с нашими корреспондентами. В наступившем году Галина Красноусова отметит профессиональный юбилей. В сфере культуры она отдала 60 лет. К работе в районном ДК наша героиня приступила совсем юной, сразу после школы. В 1966 году обитель духовности и нравственности была совсем иной. Дом культуры располагался в старом бревенчатом здании, которого уже давно нет. Можно сказать, что детство наша сестренка прошло именно в Доме культуры, потому что раньше там библиотека была с одного крыла, а в другом был Дом культуры. Мама у нас там работала, поэтому мы пропадали там целыми днями. Ходили и в кино туда, на всякие концерты.
Техничка, кассир, методист, администратор, заместитель директора и директор кинотеатра. За 60 лет работы в ДК Галина Ивановна прошла все ступени профессиональной лестницы. Четверть века трудовой деятельности было отдано сфере кино. Народу всегда ходил. Очень много. Почему? В субботу, воскресенье к нам не попадешь. Сеансы начинались с 10 утра. Вот как сейчас помню, 10, 12, 2, 4, 6. А уже в 8 часов начинались танцы. Я могу вспомнить, что когда вышел фильм «А зори здесь тихие», еще в старом Доме культуры, выключили свет, и фильм задержался ровно на 2 часа. Он должен был пойти в 10 вечера, а пошел в 12 ночи. И ни один человек не сдал билет, ни один. После структурной реорганизации Галина Ивановна вернулась к административным обязанностям в Дом культуры. Также наша героиня в настоящее время является председателем Совета ветеранов. Контакт с представителями старших поколений актив Совета поддерживает постоянно. Для пожилых людей действуют разнообразные студии, секции и кружки. Увлекательное времяпрепровождение дает мужчинам и женщинам возможность общения, поддерживает интерес к жизни и дарит ощущение того, что они нужны обществу. Одиночество, я всегда говорила, это очень плохо для старости, потому что человек одинокий, он вспоминает все свои болячки, все свои какие-то проблемы, а тут он пришел и в кругу своих же сверстников, своих друзей, он просто про все забывает. И они всегда говорят: о, и даже давления никакого нет. Особое внимание активам Совета ветеранов уделяется людям, на чье детство и юность выпало разрушительное военное и тяжелое послевоенное время. О людях, в кровопролитной схватке с фашизмом отстоявших для потомков мир и покой, повествует вышедшая в свет в 2023 году книга «Герои Победы Алданской земли». Автором части очерков является Галина Ивановна Красноусова. Как только мы выпустили первый том «Герои Победы», «Герои Алданской земли», дело в том, что стали звонить внуки, дети, что: Галина Ивановна, вы, пожалуйста, если можете, напишите о нашей бабушке там, или о нашем дедушке. Почти 3 года мы собирали материал для того, чтобы издать вторую книгу. Она скоро выйдет в свет, должна обязательно в 26 году, дай бог. Отметим, что из-под пера Галины Ивановны вышло порядка 3 десятков книг, повествующих о выдающихся и о простых людях. Одно из центральных направлений деятельности нашей героини занимает общественная работа. В качестве депутата городского совета Галина Ивановна решала и продолжает решать различные серьезные вопросы, помогая землякам. Масса ярких идей была воплощена в жизнь по линии женсовета. Так, 35 лет назад именно Галина Ивановна заронила зернышко районной ярмарки урожая, любимого не одним поколением праздника отгорающего лета. Первая наша была вот эта выставка, ярмарка, да, самая первая. Стояли всего 2 стола, и там бабушки принесли пучок лука, несколько морковок, несколько свеклы там, да, редиска, по-моему, еще была, и герань посредине, и все. Вот все это начиналось с этого. Ну а потом постепенно всего, вот уже 35 лет этой выставки ярмарки будет, она теперь превратилась не только в районную, но и к нам приезжает и со всех углов. Как сохранить жизнелюбие, оптимизм и желание действовать? Галина Ивановна Красноусова убеждена, что секрет этого прост – в позитивном настрое и умении видеть прекрасное. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Замечательный пример для подражания, особенно для нас, да, потому что, ну вот, порой зачастую задумаешься, где взять эту энергию. Так вот, надо брать пример со старшего поколения, и все у нас получится. И зарядку делать вместе с нами здесь, в Утро Якутии, утром, вот в самом начале обязательно. Это тоже источник энергии, и все у вас будет хорошо. Ну а сейчас наши коллеги из информационной службы, которые зарядку всегда делают, всегда на энергии, всегда выискивают новости, расскажут о последних из них. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра.
Волонтеры общественной организации «Якутия с тобой» продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. На этот раз по просьбе якутского казачьего полка они приступили к пошиву головных уборов шапок-кубанок. На сегодняшний день уже изготовлено 17 изделий. С поступлением необходимых тканей волонтеры также начнут пошив в 3 попах. Помимо этого, матери военнослужащих готовят домашние пирожки. Их замораживают для последующей отправки на передовую. Вместе с выпечкой бойцам передадут и измельченных карасей в виде порошка, чтобы военнослужащие могли приготовить уху в полевых условиях. Жеребятину предоставила семья Никитиных из города Якутска. Сделали фарш тут на месте и печем пирожки. Готовые пирожки у нас уже 156 штук на улице замороженные стоят в ящиках маленьких, чтобы сразу туда доехали и по частям раздали, отправили. Ну, мальчишки, наверное, обрадуются нашим домашним пирожкам. Год культуры в республике стартовал с научной конференции, посвященной наследию Сергея Зверева. В прошлом году в Якутии широко отметили 125-летие со дня рождения выдающегося деятеля искусства. Его творческое наследие сегодня оказывает значительное влияние на формирование культурного контекста народа Саха. В работе конференции приняли участие деятели культуры и искусства, ученые и исследователи. Участники обсудили значение творчества Сергея Зверева, а также перспективы дальнейшего развития культуры через призму его идей и художественного наследия. С 2026 года наш театр был переименован в Театр музыки и танца имени Сергея Афанасьевича Зверева. Сергей Зверев это не только вывел танцевальную сценическую культуру народа Саха, но его мелодии брал Марк Николаевич Жирков для своей оперы «Нюркун Баатур» и для балета «Церсимера». Поэтому это выдающийся сын нашего народа. Чемпионат республики по легкой атлетике стартовал в Якутске. Соревнования проходят в Центре спортивной подготовки «Триумф». Бороться за звание чемпиона легкоатлеты будут до 19 января. Отмечается, что чемпионат проходит по действующим правилам Всероссийской Федерации легкой атлетики. Их условия предполагают, что каждый легкоатлет имеет право участвовать только в 2 дисциплинах и эстафете. К участию допускаются спортсмены 2008 года рождения и старше. Атлеты поборются за медали в 11 дисциплинах. В беговых дистанциях от 60 до 3000 метров, эстафете 4 по 200, а также в прыжках в длину и тройном прыжке. В этом году у нас на чемпионат участвует 147 участников, и по ветеранам отдельная категория – это 111 участников в этом году у нас. По видам, например, сегодня второй день, 200 метров мужчины начинают, потом женщины, потом ветераны мужчины и ветераны женщины. И напоминаю, что у ветеранов гандикап есть, таблица своя, на возрастную, она умножается, и получается 70-летний человек может более молодых ветеранов выиграть. Спортсменов ждет это составление сборной команды республики и по ветеранам, и по взрослым населению. Воспитанник ЦДУ и дипломат научно-практической конференции «Шаг в будущее» Айтал Жирков разработал экономический термогибочный станок ТВМ для работы с термопластами. Устройство позволяет создавать сувениры корпуса для технических проектов, обеспечивая высокую точность и сохранение качества материала. Основными преимуществами разработки стали ее низкая стоимость и простота в эксплуатации по сравнению с существующими аналогами. Я сначала увидел в интернете такие интересные подставки для телефона, которые были не вырезаны, а именно согнуты каким-то странным образом. И я заинтересовался этим и решил найти способ, как воссоздать это своими руками. И наткнулся на термогибочные станки, но готовые их версии были слишком дорогими, от 15 тысяч и выше. И поэтому я захотел сделать более доступную и экономически выгодную версию своего станка, который не уступает конкурентам. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.
Ну а сейчас мы переходим к обсуждению темы, которая, я думаю, коснулась многих из нас. И продолжает касаться. Касаться до сих пор, да? После новогодних салатов, оливье и мандаринов многие из нас с тревогой смотрят на весы. Набранные за праздники килограммы – почти что традиция, с которой мы начинаем борьбу. И первый инструмент, к которому хватается современный человек, желая вернуть форму, это же, конечно, подсчет калорий. Различные приложения, таблицы, весы становятся нашими ежедневными спутниками. Но так ли это вообще просто и безопасно? Чтобы разобраться в тонкостях науки о калориях, мы пригласили в нашу студию Галину Михайлову, врача-гигиениста, научного сотрудника лаборатории нутригеномики Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Галина, доброе утро. Доброе утро. Такой вопрос, наверное, может быть достаточно примитивный и простой, да? Работает ли принцип? Ну, съешь поменьше калорий, ну и потрать больше. Ну, он же пресловутый дефицит калорий, или все-таки это миф? Ну, в гигиене питания, в науке гигиены питания главный принцип гласит так, что вся потребляемая вместе с пищей нами энергия должна соответствовать нашим энерготратам. Поэтому избыточный вес – это больше про избыточное потребление энергии в суточном калораже. Поэтому надо, чтобы лишний раз не подвергать организм стрессу, разумно более подходить к формированию своего рациона. Потому что, если говорить на современном слогане, то стресс – это триггер ожирения. А в целом подсчет калорий – это хороший инструмент для контроля своего веса. Вот с 19 января Министерство здравоохранения Якутии в целях популяризации навыка подсчета калорий проводит эту неделю. И это все в комплексе, в каких целях проводится для профилактики, безусловно, ожирения. Формирование, наверное, здоровых привычек питания. Да, диабета и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ну вот здесь тогда сразу возникает вопрос, а можно ли доверять различным приложениям, которым мы закачиваем гаджеты для подсчета калорий? Ну, как говорится, доверять, но проверять, поскольку приложений много, и в разных приложениях состав одних и тех же блюд может быть внесен по-разному, потому что это все же люди вносят. Поэтому надо в случае чего корректировать, что-то добавлять свое. А в целом это очень удобно. Ну, в целом, что вот я на данный момент понял, дефицит калорий, в принципе, он имеет свойство работать, но если это человека вгоняет в стресс, то сильно усугублять его не нужно, правильно я понимаю? Да, нужно осознанно подходить к этому, поскольку есть свои нюансы в подсчете калорий, такие, например, как важно в суточном рационе не только количество калорий в рационе, а также и качественная ее составляющие. Например, есть рекомендуемая норма в белках, жирах, углеводах, в пропорции их. Она равна 1,1 к 4, соответственно. Если, допустим, мы будем добирать суточный калораж только фастфудом, например, то при этом будет наблюдаться в рационе дефицит белков. И перевес в другие. Да, перевес в пользу жиров и углеводов, что приведет, безусловно, к ожирению. Вообще сложно, конечно, это все воспринимать, понимать, пока не начнешь пробовать, да. Ну, а в целом, если человек все-таки сел, ограничил себя в калориях, возможно, там все подсчитывает, все правильно ведет себя, на какой-то диете сидит, несложной, да. Почему-то один худеет, другой не худеет. Гены здесь играют какую-то роль, или это тоже миф? Есть несколько причин. Это может быть разный уровень метаболизма, уровень разной физической активности, гормональные дисбалансы могут быть. Но также могут быть дело и в генах. Командой нашей лаборатории нутригеномики было выявлено и опубликована статья о том, что у детишек с ожирением преобладает аллель риска РС1042713 гена АДРБ2.
что обуславливает возможную связь, к сожалению. Ну вот еще часто бывает так, что люди садятся на диету, контролируют себя, потом, когда останавливаются, вес может вернуться, а более того, еще и с плюсом. Ну, это больше про психологию, поскольку когда люди садятся на диету, они ставят перед собой цели, да, определенные. Это может быть отметка на весах, это может быть определенный какой-то календарный срок, допустим, да, и по истечению, и по достижению этой цели. Они такие, все достигли. Да, люди расслабляются, все на круги своя возвращается, да, они возвращают в свой прежний образ жизни, в предыдущий профиль, характер питания, и что возвращает, и лишние То есть в таком килограммы. случае нужно помнить, что, наверное, что самое сложное не цели достигнуть, а эту цель потом достижение удержать. Да, нужно делать упор на вырабатывание правильных пищевых привычек. А что можно сказать по поводу калорийной национальной еды, да, допустим, оленина, рыба, да, это все-таки в таком количестве, в каком мы потребляем ее здесь на севере, это друг или враг? Оленина как раз-таки не калорийная, оно считается диетическим мясом, с низким содержанием жира в составе, с высококачественным белком, оно богато железом, селеном, антиоксидантами, поэтому только будет в пользу. И наши северные рыбы тоже, безусловно, это наш друг. Это полезные омега-3 жиры, это тоже качественный белок, это также еще и пищевой детерминант нашего костного здоровья. То есть едим оленину, едим рыбу, мясо, поменьше фастфуда, и начинаем учиться считать калории, если вдруг еще этого делать не умеем. Формируем правильные пищевые привычки. Да. Спасибо большое, Галина, за полезную информацию. Мы надеемся, что, может быть, благодаря нашей беседе сегодня телезрители задумаются, да, о том, как мы все-таки питаемся, и, может быть, наши советы принесут пользу. Успехов вам, а вам, дорогие зрители, желаем, конечно же, отличного настроения, хорошего дня, а уже завтра, как всегда, ничего не изменится. Мы вновь с вами встретимся и встретим завтрашний день. Всем прекрасного настроения и хорошего рабочего дня.